Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Кармана Мария, ученица 10 Б класса Амгинской средней школы номером 1. Тема моей работы – якутские обряды и значения. Актуальность данной темы. Каждый человек должен знать культурные традиции своего народа и почитать их, так как изучение этих традиций позволяет приобщиться к национальной культуре, духовно-нравственным ценностям своего народа, сформировать эстетический вкус, воспитывать уважение и интерес к народным традициям. Цель данной работы – изучить разновидности и назначение и защитные функции вещественных обрядов якутов. Задачи. Первое. Изучить значение якутских обрядов в жизни якутов, провести опрос респондентов разных возрастных групп по данному вопросу и выявить значение обрядов для современных людей. Второе. Разделить вещественные обряды на виды по предназначению. Третье. Изготовление якутских обрядов своими руками и собрать коллекции обрядов. Объект исследований. Якутские обряды. Гипотеза. В наше время обряды не потеряли своей актуальности и все еще являются важным атрибутом любого дома, так как люди верят в их чудодейственные силы, и основная функция обряда – охрана жизни и здоровья человека. Методы исследования, описание, сравнение, анкетирование повод вещей. Практическая ценность. Мой доклад можно использовать на уроках национальной культуры, якутской литературы, истории, а также для изготовления якутских обрядов. Научность. Изучение значений обрядов из научных работ якутских этнографов, исследователей. Обряд. Предмет, обладающий по суеверным представлениям колдовской способностью, обрекает от разных действий. По-якутски мы обряд называем «умы харскалма». По определению Бекасского «умы» – оборона, защита, вещь, орудие для всякого случая, для безопасности, амулет, талисман, пугающий какой-то таинственной силой духов, и потому хранимый человеком при себе или в доме. Значение обрядов было огромным для наших предков. Обряды призваны были защищать своих обладателей от несчастий. Считают, что духи природы или предметов могут услышать слова, а они, в свою очередь, могут оказать влияние на духов. По поверьям наших предков, злые духи могли сильно повлиять на человека, вызвать разные болезни, поэтому существовали обряды изгнания злых духов, очищения и обрега. Существовали разные обреги, каждый из них имел свое значение. Я в своей работе хочу разделить обреги на 4 вида и рассмотреть каждый вид. Первое. Из обрега для дома и приставных построек. Например, как дедир, чоран и лапа медведя. Второе. Женский обрег – это украшение, ножницы, изделия из меха и кожи. А раньше они защищали дом от напасти и привлекали благополучие и богатство. Например, как камень с бирком, украшения, серьги. Третье. Мужскими обрядами являются, например, ножи, камни, изделия из меха и кожи. Эти вещества защищали мужчин на охоте и в труде. Детские. Колокольчики, специальные амулеты. Колокольчики и когти медведя. Вот картинка. Исходя из цели, я сделала план продажи обрядов. В декабре обряд 5 штук. Цена одного стоит 150. Солома 4 штук, одна штука стоит 500. Сувенирная махалка дебиль маленькая. Например, вот такая. 6 штук, одна штука 200. Обряд для машины 7 штук, одна штука 200. Обряд песку. Она вот такая. 10 штук, одна стоит 300. Джех расколов 2 штуки, 700 рублей. Махалка дебир, она большая. 2 штуки, 1200. Веер 1 штука, 850 рублей. Итого сумма будет 13 тысяч. Если расходовать, будет итого сумма 8900 рублей.
Мои творческие работы. Заключение. Образ не просто красивая вещичка, он имеет вполне конкретный, практический и даже мистический смысл, идущий к нам из глубокого прошлого, как послание от наших далеких предков. Мы пришли к такому выводу, что в настоящее время в народе существует много суеверных представлений, связанных с амулетами и обрегами. В некоторых семьях можно найти лапы медведя, шкуры медведя, солома с ведерочками из бересты, когти зверей. В данное время используют более современные обреги. Это детские, женские, мужские амулеты из серебра. Я открыла для себя секреты и тайны некоторых вещей, которые сохраняют тайные знания еще глубокой древности и передавались из поколения в поколение. Главной функцией обрега является исполнение заветных желаний и благотворное влияние на различные сферы человеческой деятельности. В ходе работы научилась самостоятельно изготавливать вещи, которые являются обрегами. Спасибо за внимание.